Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что случится за 48 часов. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, задайте вопрос от своего имени и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, 48 часов. Что же вас ждет? Что с вами произойдет? Вот здесь разговор, причем очень продолжительный разговор, но очень дельный разговор. Здесь у этого разговора какой-то конкретный результат пойдет, как дорога вам откроется. Либо вы кого-то в чем-то убедите, либо вы настолько в разговоре человеку понравитесь, вот прям интересно будет с вами говорить, что человек вам после этого дорогу открывает. Ну, можно сказать, что это ваша победа, честная победа. Вы себе именно этим разговором дорожку открываете. Но должна также предупредить, что человек, собеседник вам попадется не самый легкий. Да, человек может быть немножко такой зажатый, либо скрытный, либо молчаливый, либо наоборот, может быть, человек, допустим, очень упертый. Да. В общем, придется искать подход, да, и все это по ходу пьесы, но вы с задачей точно справитесь. Вот здесь между мужчиной и женщиной стрелка вверх пошла. Видите, вот мужчина, вот женщина, а вот стрелка вверх показана. Возможно, вы пара, возможно, вы муж и жена, а возможно, вы просто друг другу нравитесь. Но тут явно улучшение, тут явно взаимопонимание, тут явно вы на одной волне, и между вами действительно устанавливается нечто большее, что было до. Ну, допустим, если вы друг другу нравитесь, то, скорее всего, прям пойдете на прямое сближение. Если вы уже вместе, то будете строить планы на то, как бы узаконить ваши отношения, либо съехать. Если вы уже семья, и если что-то у вас там не ладилось, то тут взаимопонимание, тут идиллия, ну, тут, как говорится, да, все хорошо. Вот здесь у вас большая медуза с щупальцами ядовитыми. Как-то мимо вас пройдет, но вас не заденет, не зацепит. То ли вы какие-то меры будете принимать, то ли вы знаете, как себя правильно вести, да? Вы знаете, как держать дистанцию. Вот кому-то, я вижу, достанется, вот прям щупальца двух человек как будто бы обвили, но вас эти щупальца не дотронутся. На работе может быть такая ситуация, да, начальник не в духе, либо начальница, и вот каким-то сотрудникам достанется, а с вас никто ничего не спросит, да, к вам никаких претензий не будет. Как показали, так я вам и говорю, вам бояться нечего. Вы знаете, как правильно себя вести, вы знаете, что предпринять. А может быть, у вас иммунитет к этой медузе, да, и вам вообще ничего не страшно. Дальше, мои хорошие, здесь у вас кто-то на пороге, какой-то быстрый визит, либо человек буквально вот придет, пару слов скажет, сразу уйдет. А может быть, это человек почтальона, может быть, соцсотрудник, а может быть, курьер. Да? Вот какой-то человек прямо на пороге у вас. Вот еще здесь показан телефонный разговор, причем вы кого-то будете как вычитывать по телефону, либо воспитывать. Да? Может быть, кто-то из родственников, может быть, кто-то совершил ошибку, да, и человек вам обо всем этом будет рассказывать, а вы будете поучать. В общем, повысить голос, я вижу, и разговор такой, знаете, напряженный немножко идет. Но именно по телефону. Был бы человек рядом, наверное, бы вы не сдержались. Но по телефону, видите, как не дотянетесь. Еще я вижу вас за швейная машинка. Швейная машинка вообще серьезный знак. Ну и также в прямом смысле слова, да, может быть, вы увлекаетесь, либо это ваша работа. Прям сидите и усердно что-то шьете.
что вышиваете, да, сшиваете. Но если мы говорим в сакральном смысле слова, вы будете планировать, вы будете перекраивать, перестраивать там свою жизнь, либо от чего-то отказываться, за что-то новое браться, да, серьезный подход к своей жизни. И это случится в ближайшие 48 часов. Причины я не вижу, почему так происходит. Но, скорее всего, есть необходимость, либо время вам пришло, да, перекроить свою жизнь. Еще здесь мужчина, который лежит у ног женщины. Мужчина, который как воду льет, даже мне идет. Будет вас либо добиваться, либо что-то у вас просить. В таком униженном положении, да, вышел мужчина. Вот, вы на него как-то внимание не сильно обращаете, либо это уже, знаете, как пройденный этап, да, может быть, бывший какой-то объявится и давай вам рассказывать, какой он хороший, как он поменялся, как он все понял, дай мне шанс. А, возможно, этот мужчина у вас на работе такой, да, бездельник, и будет оправдываться, там, оправдывать свои прогулы, либо то, что он не успел что-то сделать, да, ну, вот как идет так, что воду льет. Это вода, это не что-то конкретное, это просто вода. Еще здесь летучая мышь. Но летучая мышь не над вами, а над кем-то. Кто-то будет напуган, перепуган, либо кто-то во власти страха, можно так сказать. И вам придется с этим разбираться. Либо придется эту летучую мышь прогонять, либо, возможно, даже человек в таком состоянии, что ничего делать не может. Вот прям боится, да, вот как замер. И вам, возможно, даже придется на себя что-то взять. Ну, потому что в таком состоянии человек ничего не сделает. Летучая мышь небольшая, но крылья расставила. Значит, прям действительно боится человек. Может, пустой страх, но человеку это сложно объяснить. Дальше. Здесь люди куда-то вместе идут. Зачем-то они идут. В хорошем таком настроении идут, но возвращаются как с пустыми карманами. Может быть, вас куда-то пригласят, либо вам что-то там наобещают. Ну, типа, пошли, там много интересного. Вы пойдете, там ничего интересного. Либо, в принципе, там все закрыто. Ну, зато хоть прогуляетесь, да, вот туда вы идете, там байки травите, какие-то разговоры, да, там смеетесь, а вот назад как-то грустненько будете возвращаться. Может, потому что устанете, может, потому что разочарование будет. Ну, что есть, то есть. Вы вроде как идете, а стрелки в обратную сторону показывают. Так, здесь еще тюльпанчик показан, но он только лишь распускается. Но это явно в вас кто-то влюбляется, прям влюбляется. И это происходит здесь и сейчас. Человек в вашем присутствии странно может себя вести. Человек как-то может странно на вас реагировать. А человек, да, действительно в вас влюбляется. Вы будете думать о чем угодно, но только не об этом. Да? Но вот это именно влюбленность показана. И тюльпан, он только-только начинает распускаться. Дальше, получается, любовь пойдет, да? Ну, поживем, увидим, как говорится. Ну, такой серьезный знак. Тюльпан, он крупный. И человек, кстати, кто у вас влюбляется, не последний человек. Хороший человек. Серьезный, я бы даже сказала. Ну, как-то странно себя будет вести. Ну, причина я уже вам озвучила, да, это влюбленность в вас. А вот здесь показано, что вы куда-то можете не успеть. Не успеть, банально не успеть. Поэтому либо раньше выходите, либо более тщательно планируйте свой день. Да, вот как не успеть. Кораблик, который уплывает, плывет справа налево. То есть вы прибежите на пристань, а кораблика уже нет, да, потому что он уже уплыл, потому что вы не успели. Ну, раз вас предупреждают заранее, значит, вы можете это все переиграть. Если вы постараетесь, вы можете эту ситуацию изменить и успеть на этот кораблик. Так, женщина и мужчина вместе чем-то будут заниматься, чем-то очень серьезным будут заниматься, прям напряжение между ними. Но с другой стороны, именно вдвоем вам по судьбе это дело сделать, либо с этой ситуацией справиться. Будут какие-то претензии друг к другу, может быть, вы их будете озвучивать, да, может, не будете, да, просто косо будете друг на друга смотреть. Но, во-первых, вы дело сделаете, еще раз говорю, именно вдвоем должны вы делать, именно вдвоем по судьбе сделать. Один из вас не справится, ну, либо вы, если будете одна, то не справитесь. Вот, будьте поспокойнее и поймите, оно того не стоит, да, вот там нервничать, друг на друга кипеть, оно того не стоит. Дело будет сделано, вот четко показали.
А вот тут вы заморочитесь, как что-то вернуть вам нужно будет. Отдать, вернуть. Может быть, вы что-то купили, и вам это не подходит, и вам придется идти в магазинчик, либо как интернет-возврат оформлять. Выглядит все очень сложно, но на самом деле все будет очень легко. Вот. Тоже не нервничайте, не переживайте, потихонечку делайте, и все. И моргнуть не успеете, как возврат будет оформлен. Легко возьмут назад, то есть не будут сопротивляться, там не будут козни вам какие-то строить, нет, легко заберут. То есть там какие-то документы, наверное, скорее всего, нужно оформить, либо с кем-то связаться, там, с поддержкой, либо в тех отдел обратиться. Ну, бояться нечего. Так, еще случайно, совершенно случайно вы какую-то тайну узнаете. Но вам тут такая рекомендация об этой тайне молчать. До поры до времени, да? Молчать. То ли вы каких-то людей вместе увидите, то ли вы в неприглядном виде кого-то увидите. В общем, случайно получится. Прям произведет на вас это впечатление, долго будете об этом думать. И вот как поступить, да, как поступить с полученной информацией. Лучше молчите. Поверьте, вам это еще пригодится, да, лучше молчать. Змея вокруг вас ползает, но змея маленькая. Маленькая, знаете, как угрожающая такая, да, вот типа, вот я змея, я тебя укушу. На самом деле какой-то маленький червячок. Вам даже как-то и не страшно будет. Наоборот, вы так посмотрите и скажете: о боже, как так, да, нашла кого пугать. Как-то отнесетесь с юмором, что ли, да, и какой-то классный ответ вы этой змее дадите. Так что эта змея чуть ли, не знаю, там разрыдается, уползет, еще и вас бояться будет. Как-то вот играючи легко с этой змеей справитесь. Ну, правда, там не змея, а какой-то мелкий червяк. Дождевой, да. Так, а вот здесь две женщины. Классные женщины. Они ваши женщины, они на вашей стороне. В общем, хотят вас как-то отвлечь, развлечь. Ну, в общем, веселые барышни. И вас тоже вот как-то в обороты будут брать. То ли вас куда-то вытянут, прогуляться, может быть, куда-то сходить. Может быть, одна из них там устроит званый вечер, да, и вы девочками посидите. В общем, классное время проведете. Прям от души, понимаете, от души. И девчонки классные, такие веселые. Вот звонко, кто-то из них смеется. Прям такой смех, прям затягивая, да. Никого равнодушным не оставляет. Хорошие у вас подружки, прям всем бы таких. Так, мужчина. Мужчина чем-то озабочен, мужчину что-то беспокоит, и его еще беспокоит то, что вы как-то равнодушно к этому относитесь. Он ищет в вашем лице соратницу, либо того, кто поддержит, а вы такая: типа некогда, да, у меня без тебя, да, головной боли хватает. В общем, прям будет бегать, круги наматывать. И, кстати, может вас здорово отвлекать от ваших основных дел. Так, кто у меня занимается бизнесом? Такой кустик у вас классный появится, но он маленький, то есть его еще нужно вырастить. Да, возможно, какой-то новый крутой клиент к вам зайдет. Может быть, какое-то новое крутое, там, не знаю, предложение, может, тендер какой-то, да, где вы можете поучаствовать. Ну, кустик у вас тут маленький, но если за ним правильно ухаживать, да, либо приложить свою руку, то вы сами понимаете, может вырасти огромный куст, с которого вы будете эти листочки обдирать и как ни горе, ни беды не знать. То есть поправите очень круто свое материальное положение. Либо этот куст вас всегда будет радовать своей щедростью, понимаете? Вот прекрасный шанс, смотрите, не упустите. Там еще какие-то претенденты есть, либо любой, да, ваш конкурент готов, я не знаю, там, душу продать, лишь бы такой кустик обрести. Но кустик выпадает именно вам. Так, вот здесь ангелы показаны. Ангелы, которые стоят между вами и кем-то. Как будто бы ангелы делают вас, я так понимаю, для каких-то людей, либо какого-то конкретного человека невидимой. Вот как плохой человек вас не увидит. Вы для плохих людей невидимка. Ангел вот стал именно лицом к вам, крылья вот так расставил, да, чтобы плохие люди вас не увидели. Возможно, будет ситуация, что вы кого-то знакомого увидите, и этот человек просто вас не увидит, либо не поймет, что это вы, мимо пройдет.
Вот, не старайтесь одернуть этого человека. Если такое происходит, значит, вам не нужно общаться с этим человеком. Значит, ваш ангел сделал вас невидимой, либо невидимым для этого человека. Может быть, человек дурное затеял, может, человек там скандала хочет, а может, мало ли, там обмануть вас попытается. Ангел закроет. Вот прям очень круто показали, что ангел закроет. Так, еще какую-то лошадь вы лошадь как оседлать пытаетесь. А лошадь очень строптивая, такая, знаете, гонористая, строптивая и очень такая дерзкая, я бы даже так сказала. Может быть, это какая-то работа, либо предложение по работе, которое того не стоит. Да? Не стоит тех усилий, которые вы будете прилагать. То есть, если вы взберетесь на эту лошадь, то есть ее оседлаете, сядете на нее, она может скинуть. И это будет прям очень неприятно, я даже скажу болезненно. Вот. Если что-то не идет, если что-то не получается, может быть, так и надо. Может, надо отпустить эту ситуацию. Да? Может, это вообще не ваше, а ваше чуть позже появится. Ну, в общем, принципы – это хорошо, усидчивость – это хорошо, целеустремленность – это хорошо, но не всегда. Да? Вот не всегда, особенно вот с какой-то работой связано. Может быть, это даже не просто работа, а подработка. А может быть, это какое-то дело, которое вы пытаетесь взять на себя, с ним справиться, а вот не получается. Ну, тут как бы все будет понятно, все будет ощутимо. Мне вот идет, что она не ваша, эта лошадь, и что она взбрыкнет и скинет. Вот, поэтому не стоит тратить на эту лошадь время, и уж тем более не стоит тратить усилия. Дальше. Буква «Л» смотрит направо, буква «Л» смотрит налево. Человек на букву «Л» — это может быть мужчина и женщина. Человек может поменять свое мнение. Человек может изменить свое слово. Да? Человек может сказать «да», потом сказать «нет». Либо человек может сказать «нет», а потом сказать «да». Как двоякий человек. Вижу, что этот человек вас не просто удивит. Вижу, что этот человек вас как-то прям шокирует. Вы скажете, двуликий, да, двуликая. Повлияет. Вот поступок этого человека, либо решение этого человека, действие этого человека как-то на вас повлияет. Но с уклоном вправо, значит, в лучшую сторону повлияет. Может, до последнего будет тянуть интригу, а может, будет отказываться, а потом вдруг возьмет да согласится. Вот как-то так себя будет вести. Как взбалмошная девица, можно так сказать. Человека зовут на букву «Л», либо фамилия на букву «Л». Определиться, сложно определиться, либо человек так играет, либо такой есть по жизни этот человек. Закончится все хорошо. Дальше. Здесь показано, что вы как утешитесь какими-то покупками, обретениями, приобретениями. Да, может быть, усталость, может быть, настроение не то. Вот. Что-то увидите, что-то вас заинтересует, что-то вы себе прикупите. Может быть, даже это будет не одежда, не какие-то аксессуары, а банальная еда по хорошей цене, с большой скидкой, хорошего качества. Вы скажете, вот хоть тут мне повезло, да, вот хоть тут я денег сэкономила. В общем, какая-то покупка вас прям утешит. Именно так показали. Еще здесь показывают какую-то дальнюю поездку, далеко ехать, либо долго ехать, может быть, и то, и то. Поездка, которая обернется для вас прям триумфом. Я не могу сказать, куда вы едете, я не могу сказать, по какому делу, зачем. Но вот вижу, что это будет триумф, ваш личный триумф, именно вот эта поездка. В общем, поезжайте, не переживайте, либо своему близкому человеку скажите, да, едь, не переживай, все будет хорошо. Именно так показал песочек. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.